Приветствую всех! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня я бы хотела обсудить с вами несколько очень важных для Республики Саха новостей. Пока вся республика следила за трагедией в Аймиконе, глава нашей республики Айсен Николаев хранил молчание. Первое публичное высказывание о том, что произошло, прозвучало лишь на 4-е сутки. До этого у него, судя по официальной хронике, было много других, как видно, более важных и срочных дел. 14 июля Николаев проводил заседание штаба по дорожным работам и презентовал инновационный сервис доставки малогабаритных грузов между Якутском и Бестяхом при помощи дронов. Проект, мягко говоря, сомнительный. 15 июля Николаев поздравил якутскую киберспортивную команду «Хату» с успехами по Counter-Strike. Пока Аймикон переваривал горе, руководитель республики радовался успехам в виртуальных стрелялках. 16 июля Николаев принял участие в заседании комиссии Госсовета России по энергетике, обсуждал, как бороться со шлаком на угольных ТЭЦ, а затем провел совещание по разработке беспилотных технологий. Получается, что денег на дроны и самих дронов в республике много, а вот слов поддержки у Николаева для жителей пострадавшего Аймикона не нашлось. Кроме того, глава республики встретился с новым министром транспорта России, поздравив того с назначением. Предыдущий, я напомню, трагически погиб при невыясненных обстоятельствах. Все дни информационные ресурсы были переполнены, заполнены вопросом одним: где глава? Где глава? Ответ пришел только 17 июля. Постфактум, формально, с опозданием в 4 дня. Все это выглядит не как сочувствие, а как обязанность, о которой он забыл, пока занимался важными делами из Москвы. Спрашивается, зачем республике такой глава? На этой неделе мы увидели очередную демонстрацию того, как работает русский мир на нашей якутской земле. Якутский городской суд полностью оправдал бывшего первого замминистра здравоохранения Романа Савина и директора частной компании «Диамед» Константина Грабецкого. Напомню, что речь шла о многомиллионных закупках диагностических комплексов и кислородных станций по завышенным ценам. Сделка, которая, по мнению прокуратуры, нанесла огромный ущерб региональному бюджету. Однако ни тот, ни другой не получили ни одного дня наказания. Им все списали, им все простили. Вы знаете, коррупция, как водка и война, это экспорт из России. Это то, чему они нас научили. До прихода московитов у народа Саха не было привычки воровать у себя самих. Сегодня под управлением назначенных сверху коррупция стала нормой. Савин – это человек команды Айсена Николаева, человек Лены Афанасьевой, а Афанасьева уже человек команды Николаева. А Николаев, в свою очередь, кремлевский ставленник, который прикрыт от любых обвинений. У таких людей неприкасаемость. И в таких делах всегда будет нехватка доказательств. Даже когда вся республика знает, что произошло. И вот прокурор требует 10 лет и 6,5 лет, а в итоге пшик. Все как в Москве, все как учат нас московиты. Но мы-то с вами не обязаны с этим мириться. Когда Республика Саха станет по-настоящему независимым государством, мы сможем сами наводить порядок на своей земле и не ждать справедливости от системы, которая служит не законам, а интересам своих. Русская коррупция – это зараза, и вылечить ее можно только освобождением. Свободная Якутия – это честная Якутия. Айсен Николаев поздравил компанию «Селигдар» с запуском новой фабрики. Сегодня в республике открылась золотоизвлекательная фабрика «Хвойная», которая принадлежит компании «Селигдар». По словам Николаева, это важное событие для всей промышленной отрасли Якутии и повод для гордости всей республики. Но гордиться этим, похоже, можно разве что в московских офисах компании «Селигдар» или в московской квартире, где сейчас находится Айсен Николаев. В самой республике Саха реки становятся непригодными для жизни именно по вине золотодобытчиков.
Только за последний месяц жители Алданского улуса дважды сообщали о загрязнении водоемов. Видеозаписи с мутной грязной водой местные выкладывали в социальные сети, умоляя власти обратить на это внимание. Рыба исчезает, вода в реках становится настоящей технической жижей. И все это на фоне бурного развития золотодобычи, которое Николаев называет подарком к 50-летию предприятия. Алдан сегодня это город, который застрял в этой вечной грязи. Разбитые улицы, отсутствие нормальной инфраструктуры. Каждый день им напоминают, их благополучие не входит в стратегические проекты главы республики. Зато золотодобывающие компании получают рекордные мощности. В планах у них добыча миллионов тонн руды и, конечно же, молчаливое одобрение властей. Айсен Николаев не устает повторять о том, что республика развивается, и у республики есть вообще какие-то широкие горизонты. Но горизонт, который видят жители Алдана, это мутная река, где раньше можно было ловить рыбу, а теперь они туда даже детей боятся своих подпустить, потому что боятся за их здоровье. Какая еще такая славная история якутской золотодобычи? Это история уничтожения рек, это история выкачивания ресурсов, это история нищеты в наших городах и селах. Это история о том, что власть молчит о социальном и экологическом ущербе. То есть получается, что глава республики снова выбрал не народ, не жителей республики Саха, а корпорации. Он поздравил тех, кто убивает нашу экологию. И ни слова не сказал тем, кто в этом бедственном положении пытается выживать. Республика Саха открывает свои земли иностранцам, и за это голосуют Авксентьева. Пока в республике протестуют люди против загрязнения рек, исчезновения рыбы и нищеты в золотодобывающих регионах, у нас разрешили создание территории опережающего развития. Что это значит? Это значит, что иностранные компании теперь, в первую очередь китайские, теперь могут абсолютно официально работать на нашей земле, извлекать наши ресурсы, строить свои производства и пользоваться особыми преференциями, включая налоговые льготы, упрощенные процедуры и фактически быть недосягаемыми для местного контроля. И проголосовала за это та самая Сардана Авксентьева, которая не так давно громко возмущалась репрессивными законами о поиске экстремистских материалов и призывала выдворять мигрантов из страны. То есть по ее логике выходит, что жителей Центральной Азии нужно депортировать из страны, а китайскому корпорату нужно стелить ковровую дорожку и объявлять им налоговые каникулы. На самом деле это механизм передачи контроля над природными ресурсами в руки тех, кто ни на секунду не думает о долгосрочном благе Республики Саха. Вряд ли китайская компания будет переживать за то, что после нее останется. Что станет с нашими реками, с нашими лесами, с нашей землей. Но вот зато золото, редкоземельные металлы, это все будет взято с максимальной эффективностью для Китая. И опять же, власти республики, включая Авксентьеву, делают ставку не на жителей республики Саха, а на корпорации и на внешний капитал. И все, что они обещают взамен, это пару несчастных рабочих мест и какие-нибудь временные дороги, которые могут перекрывать наши реки, опять же, вредить нашей экологии. И получается так, что если за поиск экстремистских материалов в интернете, даже за поиск, можно получить целый срок, то за то, что они сдают земли иностранцам, они будут получать ордена, награды и поздравления. На этом, пожалуй, все. Очень прошу, подпишитесь на наш канал, прокомментируйте и это, и другие видео, поставьте лайк. Спасибо вам огромное. Скоро увидимся.